День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем в ближайший час. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Летняя навигация в Якутии постепенно набирает ход. Первые паромы уже вышли на линию. Узнаем, как изменились цены на перевозки. Новый этап развития образования в столице республики. Начали строительство современного комплекса физико-технического лицея. За каждого павшего новая жизнь. В столице прошла международная акция «Сад памяти». Главный национальный праздник ИСЭХ вновь соберет тысячи гостей по всей Якутии. Стали известны даты проведения торжества в районах и городах. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства. Документ закрепил приоритеты сотрудничества двух стран. Среди ключевых направлений, например, развитие евразийской интеграции, экономическое партнерство, сохранение языкового и культурного многообразия, образовательные обмены, сотрудничество в спорте и совместное видение будущего. Одна из основ подчеркивает общность истории, другая – важность общей границы, как пространство для взаимодействия. Третья акцентирует традиционные ценности и цивилизационную близость. Межправительственных, межведомственных и коммерческих соглашений. В прошлом году товарооборот составил свыше 28 миллиардов долларов. В этом году за первый, по-моему, квартал вырос еще на более чем 9%. Сказали вы также и на российских инвестициях, да, свыше 29 миллиардов, 29,4 миллиарда долларов прямые российские инвестиции, и растут инвестиции казахстанские в российскую экономику. У нас очень много направлений, взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России. Наш телеканал сотрудничает с китайским телеканалом CGTN, который вещает на русском языке. Наши коллеги организовали пресс-тур, в ходе которого показали и рассказали основные направления развития Китая за последние пятилетки на примере жемчужины провинции Гуандун. Следующий сюжет про новые технологии для городского транспорта. Наша коллега побывала на 2 заводах и увидела, как это работает изнутри. Испытать летательные машины не удалось, погода не позволила. Но увидеть полный цикл от сборки до реализации у нас получилось. Иханг – компания, которая специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов для пассажирских и грузовых перевозок. Это летательный аппарат, который работает при тушении пожаров. В Китае очень много небоскребов, поэтому подняться, дотянуться до самого крайнего этажа достаточно сложно. Поэтому здесь сидит пилот, набирает воду где-то 100 литров, распыляет прямо точечно цель, и попадание получается прямое. Также мы можем увидеть один из беспилотных летательных аппаратов, который работает именно при перевозке груза. Этот аппарат работает всего где-то 25 минут. Тоже расстояние может преодолеть, допустим, 15 километров за 12 минут, но вместимость довольно такая большая. Так он просто закрывается и без пилота управляется, доезжает до пункта назначения. Компания одна из немногих в мире, кто получил разрешение на коммерческие беспилотные перевозки и помогает формировать правила для таких машин. Иханг активно сотрудничает с правительством Китая и властями провинции Гуандун, участвуя в создании нормативной базы для низковысотных летающих машин. Компания XTN выпускает самые инновационные автомашины и летательные аппараты. За моей спиной стоит совершенно новая машина, которую выпустят только в этом году, и она стоит 20 миллионов рублей.
по нашим деньгам. В чем преимущество? Это с виду такая большая машина, но на самом-то деле она вмещает еще один агрегат, еще одну машину. С багажника могут достать вот такой мультикоптер или компактный вертолет. Можно пересесть туда и преодолеть 20 километров. Флагман компании – этот аппарат. Он весит 340 килограммов, может развивать скорость до 150 километров в час и пролетать до 70 километров на одном заряде. Стоимость такого аппарата свыше $300 тысяч. Стоимость одного полета – $30. Китай удивляет, Китай впереди планеты всей. И в Поднебесной запустили первый летательный аппарат, летательный такси во всем мире. И сейчас активно сертифицируется во многих странах. Летательный аппарат двухместный, он полностью управляется на искусственном интеллекте. И за полчаса можно использовать его для перелетов внутри города. Можно сказать, что это государственный план, и они на 100% это выполнили. За 10 лет они планируют выпустить на массовый рынок. Городские авиаперевозки в Китае – это рынок с большим потенциалом, а электрические машины уже сейчас нашли своего потребителя и активно внедряются в повседневную жизнь. Во-первых, это экологично, снижается выброс вредных веществ. Во-вторых, экономично, меньшие расходы на топливо. В-третьих, покупателей поддерживает государство, субсидии, льготные кредиты и акции. Нам удалось посмотреть весь спектр производства электрических машин компании XPeng. Практически не видно людей, но на самом-то деле они вот управляют, сидят через компьютер. Все мельчайшие, тончайшие работы выполняют компьютеры. Они используют 35% алюминия, уменьшили размер электропривода на 30%, поэтому машины сейчас стали на 7,5% легче. Мы уже посетили на штамповочном, где каждую деталь машины роботы штампуют за 5 секунд. Их машины управляются через большой центральный дисплей. На нем настраивают сиденье, климат, стиль вождения, жесткость подвески и торможение. Интеллектуальное вождение – ключевая конкурентная способность XPeng Motors. На протяжении последних лет мы продолжаем активно инвестировать как в аппаратное, так и в программное обеспечение. В настоящее время несколько моделей компании оснащаются самостоятельно разработанными XPeng чипами для автономного вождения мирового уровня с вычислительной мощностью до 750 ТОПС, что выводит их в число лидеров среди всех серийно выпускаемых автомобильных чипов в мире. Производство идет круглосуточно. Каждые 2 минуты выходит новая машина. Хоть процесс сборки полностью автоматизирован, конечную проверку проводит человек. В день нашей экскурсии завод запланировал изготовить 265 автомашин в сутки. Одновременно в цеху собирают 37 электрокаров. XPeng – одна из самых крупных компаний в мире по производству электрокаров. Стоимость машины варьируется от 110 тысяч юаней до 440 тысяч юаней. Компания, конечно, производит разные машины, они проходят разные испытания. Все здесь устроено с помощью искусственного интеллекта, даже команды можно задавать только голосом. 你好，小屁，在哪？打开后备箱。 Климатические условия Китая чрезвычайно разнообразны. Зимой в северных регионах, таких как Хэйхэ и Якэши, температура может опускаться до минус 50 градусов, тогда как в южных районах, например, в Гуанчжоу и на Хайнане, круглый год сохраняется жаркий и влажный климат. Благодаря столь разнообразной среде внутри страны мы уже провели строгие испытания всех моделей в различных климатических условиях. И наша продукция способна адаптироваться к климату большинства регионов мира. Благодаря зрелым технологиям адаптации к экстремально низким температурам мы уверены, что электромобили XPeng смогут успешно выйти на рынки холодных регионов, включая Россию, и добиться там стабильного распространения и развития. По данным производителя, выбросы углерода у электрокаров на 2/3 ниже, чем у бензиновых аналогов. На крышах заводов стоят солнечные панели, которые дают десятки миллионов киловатт-часов чистой энергии в год.
За последние 20 лет автомобильная отрасль пережила масштабную трансформацию, связанную с электрификацией. С самого основания Xpeng твердо придерживается курса на развитие электротранспорта, создавая конкурентные преимущества за счет удобства электрической мобильности и низкоуглеродного подхода, что и стало одной из ключевых причин выхода китайской индустрии электромобилей на мировой уровень. Китай не просто создает электрические и беспилотные машины, он выстраивает целую экосистему для их массового внедрения. Они формируют будущее мобильности, где технологичность, экологичность и удобство идут рука об руку. И это не план, и даже не штучные разработки, которые видны только по бумагам, а реальный прорыв, который круглосуточно производят на заводских конвейерах. Александра Хлопкова, Олег Колесов, Гуанчжоу, Китай. День за днем. Тем временем в Якутии постепенно стартует летняя навигация. Еще 26 мая с паромной станции Дыркалах отправились первые суда и успешно достигли Нижнего Бестяха. Теперь самый главный вопрос – какие тарифы установились в этом году? Подробности в следующем сюжете. Самые крупные реки Якутии постепенно освобождаются ото льда, а это значит, что сезон летней навигации стартовал. Тарифы уже установлены. Так, для паромной переправы Якутск-Нижний Бестях они остались практически на том же уровне, что и в прошлом. 350 рублей для взрослых, 200 для детей. Все так же за 500 рублей можно в Якутске воспользоваться услугами катеров. Ну, сейчас пока в данный момент ходит 12 катеров, но дальше больше у нас будет где-то больше 20 катеров. Ходим со станции Намыв напрямую, заключили договор ЖДЯ, здесь короткое плечо здесь, 2 раза короче получается, чем через речной порт. Вот и ценник от этого и пляж 500 рублей. Расстояние намного меньше, расход топлива меньше получается. Работаем с 7 утра до 8 вечера. Остается еще дежурный катер, там опоздавших забирают и так далее. И все же повышение тарифов полностью избежать не удалось, что, в принципе, неудивительно, учитывая необходимость индексации заработных плат, подорожания судоремонта и топлива. Увеличение стоимости для разного транспорта варьируется от 5 до 12%. К примеру, стоимость проезда для легкового автомобиля стартует от 1390 рублей и заканчивается более чем 2000. Стоимость проезда автобуса может достигать и 5000, если его длина превышает 9 метров. Как уточнили в Госкомцен, установленные тарифы являются предельно максимальными, но перевозчики имеют право установить и свои, чуть дешевле. Например, стоимость провоза 1 тонны груза на переправе Сунтар-Устье составляет 230 рублей. Там же стоимость проезда легковушек достигает 480 рублей, а для «Газелей» всех моделей – 770. Ну а если вы за рулем самосвала весом в 24 тонны, то готовьтесь раскошелиться на 5450 рублей. При этом Госкомцен призывает сохранять чеки о переправе и обращаться в ведомство в случае обнаружения превышения цен. Ознакомиться с полным перечнем тарифов можно в системе «Тариф онлайн» по ссылке tarифонлайн.сахагов.ру. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. С 1 июня этого года работодатели, родители, воспитывающие 2 и более детей, могут подать заявление на получение ежегодной семейной выплаты. Право на эту меру поддержки имеют граждане, уплатившие налог на доходы физических лиц за год, предшествующий году обращения. Выплата назначается 1 раз в год, об этом сообщили в отделении Соцфонда России по Якутии. Получателями семейной выплаты могут стать нуждающиеся семьи, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 1,5-кратной величины минимума в регионе.
На заседании Постоянного комитета по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии парламента республики депутаты рассмотрели поправки в Земельный кодекс региона. Законопроект предлагает расширить круг членов семей погибших участников СВО, имеющих право на бесплатное получение земельного участка. В настоящее время этот перечень входят только супруги, родители и дети. Депутаты предлагают включить в него братьев и сестер при условии, что они совместно проживали с погибшим, а иные близкие родственники отсутствуют. Помимо этого, парламентарии рассмотрели изменения в экологический кодекс для обеспечения воспроизводства лесов в местах произрастания спелых и перестойных насаждений. Предлагается разрешить заготовку древесины государственным учреждениям республики. Кроме того, в ходе заседания обсудили вопрос упорядочения очереди на предоставление земельных участков для многодетных. Полномочия по изменению назначения в рамках одной категории земельных участков, а именно сельскохозяйственных земельных участков, это становится полномочиями, но это уже стало полномочиями федерального центра. Мы обратили на это внимание и считаем, что внесение изменений в Земельный кодекс республики преждевременно, уточнили в МИЗО Республики Саха-Якутия, насколько это помешает работе. Не получили такого внятного ответа. Сельхозземли, они же всегда считались землями, полномочия на которые распространяются регионов именно. И мы сегодня вот отклонили этот законопроект, который к нам поступил, потому что считаю, что у наших сельхозпроизводителей, у жителей наших наследников, у которых есть земельные участки в составе земель сельхозназначения, они должны иметь право менять в рамках одной категории все это достаточно быстро. Оперативным штабом Якутии продолжается работа по дополнительному обеспечению и оснащению участников СВО. На этой неделе в опорные пункты прибыла партия беспилотных летательных аппаратов «Матрис-4Т». Они будут переданы по заявке Восточного военного округа, где военнослужащие выполняют боевые задачи. В ближайшее время в пункты будут также доставлены мобильные и индивидуальные комплексы радиоэлектронной борьбы против БПЛА противника. Параллельно в республике силами предприятий, организаций и жителями продолжается сбор гуманитарной помощи и адресных посылок для наших военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. Всего с начала 2026 года выполнено 30 рейсов с гуманитарными грузами, перевезено 79 единиц транспортных средств, а также около 168 тонн гуманитарной помощи и адресных посылок. За каждого павшего новая жизнь. В Якутске прошла международная акция «Сад памяти». Ее участники ежегодно высаживают 27 миллионов деревьев. Именно такое число советских граждан погибло в ходе Великой Отечественной войны. Подробности в сюжете далее. Вооружившись лопатами и перчатками, почти 200 человек сегодня трудятся в Парке Победы. Цель не только озеленить пыльный город, но еще и отдать дань уважения воинам, погибшим, защищая Родину. Безусловно, акция, которая связана с высадкой деревьев, это прежде всего акция, которая подтверждает связь поколений. Это экологическая акция. Ну а здесь, в Парке Победы, это прежде всего акция памяти тех, кто принес победу, и тех, кто обеспечивает победу сейчас. При этом деревья садят не просто в честь Великой Победы, а посвящая каждый саженец отдельной личности. Для этого организаторы подготовили таблички, где участники могли написать имя героя. И речь идет не только о ветеранах Великой Отечественной войны. Мы садим в честь Петра Кипрянова. Петр Кипрянов был другом моего дяди. Был убит в 2024-м, но получил посмертно Героя России в 2025 году. Я посадил дерево в честь своих дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, и ребятам, которые пали на СВО. Вот это в честь них я буду сюда приходить, смотреть, ухаживать за этим. Если не приживется, я посажу другое дерево. Обязательно. Волонтеры, студенты, школьники и просто неравнодушные горожане облагородили парк соснами, березами и кедрами. Как показывает опыт прошлых лет, сад памяти в Якутии проводится не в первый раз. Эти породы чувствуют себя неплохо.
Саженцы, так скажем, с питомника Иркутской области, достаточно хорошего качества. Надеемся, что приживаемость будет высокая. Мы уже переживаем, деревьев бы хватило. Мы должны высадить около 300 штук, мы запланировали. Всего за время проведения акции в республике посадили 20 тысяч деревьев. География сада памяти только растет. В этом году зеленые мемориалы украсят промышленные районы Якутии. Ржина Гармаева, Аэлита Махно, Якутск. Песни, которые лечат лучше любых лекарств. Алданский патриотический десант при содействии железных дорог Якутии доставил тепло родного дома в военные госпитали Хабаровска и Владивостока. Как раненых бойцов возвращали к мирной жизни, и какая невероятная история связала алекминского солдата с алданским волонтером в репортаже наших алданских коллег. Алданские артисты поддержали участников специальной военной операции, находящихся на лечении. В рамках масштабного социального проекта «Алданский культурно-патриотический десант» агитбригада Южной Якутии посетила Дальний Восток. Тур был организован Управлением культуры Алданского района при поддержке акционерной компании «Железные дороги Якутии». Такие мероприятия очень важные. Они показывают, во-первых, это связь народа, связь тыла и армии. А второе, мы, пускай на 3-5 минут, позволили отвлечься тем бойцам, которые имеют тяжелые ранения, какие-то увечья. И они вспомнили и свою работу, и вспомнили то, что они могут вернуться к настоящей работе, к своей семье и быть полноценными гражданами нашего общества. Артисты театра юного зрителя и народного хора компании ЖДЯ развернули импровизированные сцены в 2 военных госпиталях Хабаровска и Владивостока. Здесь солдаты и офицеры, прошедшие через жерло войны, проходят лечение, медицинскую реабилитацию и восстанавливают силы. Каждый концерт для них стал окном в мирную жизнь. Мы немножечко увидели улыбки на лицах этих ребят, как своих земляков увидели с Якутска, с Алекминска, с Ленска. Вот, они вдвойне были рады нашей встрече. Эмоции, конечно, зашкаливали. Я вот лично даже сама не сдержала слез, потому что в некоторых моментах это было действительно очень страшно и обидно за наших ребят. За что им такая судьба, такая жизнь? Не перестает удивлять боевой дух наших ребят, потому что даже на лечении, даже раненые, они продолжают улыбаться, они продолжают шутить. Они очень радовались тому, что мы приехали, такие красивые, улыбчивые, их поздравлять. Они очень довольны подарками. Такого теплого приема, если честно, я не ожидала, потому что я очень сильно боялась. Люди, которые находятся на лечении, тем более раненые люди, честно, я опасалась того, что нас не примут с нашей жизнерадостностью и веселостью. Родные народные мотивы, фронтовые песни и яркие национальные костюмы буквально возвращали бойцов к привычной реальности. Защитники Отечества принимали гостей с особой теплотой и не скрывали ответных чувств. Да, стало теплее на душе, как-то веселее даже. Сам очень хотел в Якутию съездить, но не получалось по службе. И вот кусочек Якутии приехал сюда ко мне сам. Порадовало. Якутия, уруэйхал! Среди тех, кто сейчас восстанавливает здоровье в госпитале Владивостока, оказался наш земляк, боец из Алекминского района Якутии. В личной беседе с алданской делегацией военнослужащий поделился удивительной историей, которая лишний раз доказывает, что мир тесен, а взаимовыручка не имеет границ. Дух поднимает, земляки, родные. И вот еще хочу сказать спасибо Веронике, которая из города Алдана встретила меня в городе Ростове и подарила вот эту коляску. Вот эту коляску. Такая коляска, такого цвета, единственная в Ростове была. Назвали «Оранжевый Феррари». Подобные встречи напоминают нам всем о главном. Россия – это одна большая семья, где каждый готов подставить плечо другу. Культурно-патриотический десант завершил свою работу на Дальнем Востоке, оставив в палатах госпиталей веру в скорую победу.
Очень чистые души людские мы там встретили. И мы понимаем, что мы на одной земле живем, одну родину вместе любим. И каждый приближает победу по-своему. Мы поднимаем им боевой дух, здоровья им желаем, поднимаем им настроение. Они нас защищают на полях сражений. И это чувствовалось настолько душой, чувствовалось, что мы действительно в тандеме существуем. И, конечно, хочется больше сделать для них, но культура может только душу лечить. Поэтому будем продолжать эту работу дальше. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алдан, Хабаровск, Владивосток. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Более 69 тысяч тонн груза доставили в населенные пункты и предприятия в рамках идущей навигации на основных речных артериях Якутии. Так, особое внимание приходится на реки Амга и Вилюй. Туда необходимо будет доставить порядка 90 тысяч тонн жизнеобеспечивающих материалов и товаров до конца июня. На данный момент уже 4 тысячи тонн из 10 необходимых были доставлены по Амге. Всего в рамках навигации будет привезено около 1 миллиона тонн грузов. Для этого задействуют больше 700 судов. На сегодняшний день, как сегодня уже доложился Якутская ГМС о том, что у нас есть поддержание воды, уровня воды, на сегодняшний день надеемся, что по реке Амга у нас в первой декаде июня завершим все работы. По Вилюю у нас идет тоже, но эта река у нас регулируемая, Вилюйская ГЭС у нас существует. Будут осуществляться судоходные попуски, которые поддержат судоходную обстановку. Далее у нас уже начинаются основные перевозки по реке Лена и по реке Алдан. Далее уже 21 числах 25 у нас будет открыта арктическая навигация. В Нерюнгри в отделении травматологии внедряют новые виды операций. Наш следующий видеосюжет о работе врачей-травматологов и перевязочных медсестер, которые возвращают людям самое ценное – здоровье. Позитивный настрой пациента – половина успеха в выздоровлении. Андрей Клименко получил травму по собственной неосторожности. Мужчина занимался ремонтом в своем гараже. Хотел самостоятельно наладить электропроводку. Итог – ожог руки. Но, попав в отделение, в первую очередь отметил профессионализм сотрудников и хорошие условия. Случалось мне здесь бывать, здесь стенки обшарпанные были, окна деревянные, допустим, с них постоянно дуло, холодно. Так сейчас все, так сказать, гораздо лучше стало. Врачи отделения сталкиваются с широчайшим спектром травм и состояний. Здесь не только жертвы дорожно-транспортных происшествий или несчастных случаев. Сюда попадают пациенты с самыми разнообразными проблемами. От банальных бытовых травм, переломов конечностей после падения на лестнице, вывихов, растяжений до сложных спортивных и производственных случаев, результат которых может определить дальнейшую жизнь человека. Руки сломал. Как? Упал. А так вообще нормально. И персонал вообще нормально. Оборудование, все хорошо. Во многих случаях на счету каждая минута. Бытовые травмы, аварии, падения. Задача персонала – среагировать максимально быстро и четко. Здесь нет двух одинаковых случаев, так же, как и пациентов. Я получил травму на работе. В течение 5 дней я испытывал боли, но благодаря качественному обслуживанию персонала и врачей все хорошо. Сегодня меня выписывают домой. Врачи оказывают медицинскую помощь взрослым и детям. В основном поступают так называемые экстренные пациенты с различными травмами. Но также в отделении в полной мере и ортопедический профиль. С этого года у нас начались вводиться операции по эндопротезированию тазобедренных суставов, костно-пластические операции, операции по коррегирующей остеотомии, к примеру, как исправление халюс вальгус. Чаще всего, да, травматологический профиль у нас в большей степени операций экстренных по профилю как раз травматологии. Чаще, да, у нас считается, что более частое обращение в осенне-зимний период, в период гололеда как раз, но летом тоже травм не меньше. Чаще всего у нас в
Возрастные люди поступают в более зимнее время, связанные с падением травмы, как раз таки с погодными условиями. Но в летнее время больше детская, скажем так, превалирует травматология. Успех лечения в травматологии во многом зависит от слаженной работы всей команды. Врачи-травматологи, анестезиологи, реаниматологи, перевязочные медицинские сестры – все они являются звеньями одной цепи. Моя работа заключается в перевязке, делаю пациентам с лечебными мазями, антисептические повязки. Ну, в общем, лечим больных, перевязываем. Свою работу я люблю, потому что она мне по душе. Изначально я и хотела работать в этом отделении, и именно перевязочной медсестрой. Работа в травматологии – это постоянное столкновение с последствиями случайных стечений обстоятельств. Это высокие нагрузки, эмоциональное напряжение. Но возвращение человека к активной жизни, избавление от боли, возможность снова ходить, работать и радоваться жизни – это главное достижение врачей травматологического отделения. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. За прошлый год Республиканский центр здоровья принял 9 тысяч пациентов. Причем центр – это необычная поликлиника. Работа специалистов здесь заточена не на лечение, а предотвращение болезней. Врачи дают рекомендации по питанию, индивидуально подбирают интенсивность и регулярность нагрузок, учитывая особенности каждого пациента. Посетителям доступен широкий ряд исследований от биоимпедансного анализа тела до спирометрии. Бесплатно пройти осмотр можно и в столице, и в районах. Всего в республике действует 9 таких центров здоровья. Выявление самих факторов, таких как курение, избыточный вес, это уже является фактором риска. И в ходе беседы мы также, в ходе анкетирования, тоже просмотрев все вот эти вот данные пациентов, мы можем определить, что у данного человека может быть дефицит по физической активности имеется, нерациональное, неправильное питание. И вот эту вот всю корректировку мы в ходе беседы, беседа у нас примерно длится в среднем около 30 минут, мы все это обговариваем с пациентом. Врачи-сурдологи из Якутска ведут прием в Ленске. Работать будут 3 дня, смотреть запланировано 200 ленчан. Подробности в сюжете наших коллег. Сегодня первый день приема. В коридоре выстроилась приличная очередь, так как подобных специалистов в Ленске нет. В плане у сурдологов осмотреть до обеда 25 пациентов и после столько же. В течение года подбирали пациентов, проводили осмотр по разговорной речи, шепотной речи, проводили предварительно аудиометрию и подбирали пациентов. В общем, 150 пациентов. Приехали к нам сурдологи на 3 дня, будут смотреть по 50 человек на 3 дня. Среди пациентов в основном пожилые люди со снижением слуха, с тяжелой его потерей. Также те, кого должны представить на медико-социальную экспертную комиссию, и те, кому необходимо заключение для дальнейшего оформления инвалидности. Больше 20 пациентов больше всего обращаются с диагнозом сенсоневральная тугоухость, хронические отиты. Мы больше диагностикой занимаемся, то есть диагностируем слух, какая степень, какая форма тугоухости и дальнейшее лечение и реабилитация слуха. Сначала мы смотрим, то есть пациентов принимаем и направляем на диагностику. Диагностика у нас это тональная пороговая аудиометрия, атоакустическая эмиссия и тимпанометрия с рефлексометрией. Врач работает совместно со специалистом по функциональной диагностике. Она привезла с собой специальный аппарат аудиометр, с помощью которого можно точно измерить остроту слуха. Нарушение слуха, насколько снижается слух по децибелам. У каждого пациента есть снижение слуха. По возрасту в основном. Нажимает кнопку, когда слышит звук, например. И давление сам проверяет. Попасть на прием могли только те пациенты, что были записаны заранее местным лором. Татьяна Забелина наблюдалась отоларинголога, благодаря чему прошла обследование одной из первых. Врачи очень внимательные, вежливые. У меня даже как-то поднялось настроение, что мои проблемы будут решены. Спасибо нашему доктору, потому что она позвонила мне лично и сказала, что приезжают врачи, назначили время, и вот я сегодня здесь. Народу было много, но, в общем-то, оперативно. Я думала, придется даже подольше задержаться, но нормально. Аудиометрию прошли и попали на прием. Да.
все полностью. И вот у меня уже назначение. Все пациенты получили рекомендации. Некоторые были направлены в город Якутск для прохождения лечения и оперативного вмешательства. Большинству необходима реабилитация слуховыми аппаратами. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Битва за здоровье, именно так можно охарактеризовать время сезонной аллергии, которая стартовала с середины мая и продлится до конца лета. В это время идет активное цветение березы, являющегося мощнейшим аллергеном, а также других деревьев, представляющих опасность для больного населения. Нельзя сбрасывать со счетов и расцвет злаковых и сорных растений. В зоне риска при этом находятся граждане с хронической аллергией, бронхиальной астмой, а также люди с наследственной предрасположенностью и проживающие в районах с плохой экологией. Предварительно для профилактики этих мероприятий проводится предсезонная профилактика при назначении врачом-аллергологом антигистаминных препаратов нового поколения, какие-либо различные капли назальные, спреи для глаз, да, которые способствуют уменьшению и улучшению качества жизни человека, который страдает данным заболеванием. Конечно, общеизвестным мероприятием является элиминация аллергена. Это исключение контакта с аллергеном. В тяжелых случаях рекомендуется временный переезд, возможно, в другой регион. В Владивостоке постепенно близится к завершению весеннее цветение. Весна в Приморье проходит поэтапно, от цветения форзиции и рододендронов до сакур и магнолий. Каждый весенний сезон Приморье окутывается в различные оттенки – белый, розовый, желтый и другие цвета. Одними из любимых растений для фотосессий горожан стали цветущая сакура, рододендрон и тюльпаны с сиренью. Живу в Владивостоке 3-й год. И меня каждый раз удивляет, что во Владивостоке очень рано теплеет, очень рано цветут цветы, сакура, деревья, черемуха. Вот. И вот сегодня, например, тоже очень теплая погода, очень жарко, плюс 15. Я в одной кофте. Очень рада, что живу в Владивостоке, и тут так тепло. В Владивостоке из-за моря, из-за влаги еще теплее становится, и я чувствую, что с каждым днем лето все ближе и ближе, скоро каникулы. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. В Якутске на этой неделе дали старт строительству нового здания физико-технического лицея. На Вилюйском тракте установили золотую сваю будущего образовательного комплекса. В торжественной церемонии принял участие глава республики Айсан Николаев. Каким будет новый лицей, когда завершат строительство, расскажем далее. Установка золотой сваи стала символическим началом строительства нового здания физико-технического лицея, одного из ведущих учебных заведений республики. Сейчас в нем насчитывается более 400 школьников. Среди них ученик 10 класса и президент лицея Андрей Ржевский. Несмотря на то, что завершение строительства придется уже после его выпуска, событию он особенно рад. Очень рады будем, когда построят новое здание, и наши будущие ученики будут очень рады этому, что будут учиться в комфортных, настоящих, хороших условиях. У нас прекрасные учителя, каждый из них вносит огромный вклад в каждого ученика, находит личный подход. Новый объект, рассчитанный на 500 мест, будет трехэтажным. В здании разместят современные учебные кабинеты, спортивные и актовые залы, столовую. На территории оборудуют футбольное, волейбольное и баскетбольное поля, а также гимнастическую площадку. В целом мы планируем свайное поле завершить где-то в середине августа. Будут работать несколько захваток и уже дальше железобетонный каркас, установка. Параллельно будет вестись довольно-таки много работ, потому что сроки сжатые, мы должны уже
в ноябре 2027 года близится к завершению данных работ. Строительство ведется в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». В новом образовательном комплексе предусмотрят современные учебные пространства, лаборатории и помещения для научной и инженерной деятельности школьников. С самого начала нашего учебного заведения мы обучаемся в одну смену. Хотелось бы сохранить этот ресурс, чтобы учиться, чтобы наши дети учились в одну смену и была возможность заниматься дополнительно. Будем расширяться в любом случае. У нас в проекте инженерная школа. Новый лицей станет частью развивающегося микрорайона на Вилюйском тракте, где в ближайшие годы появятся жилые дома и социальные объекты. Проект реализуют в рамках мастер-плана развития Якутска. В новом микрорайоне появится вот это новое современное здание, которое, я уверен, будет отвечать всем самым современным требованиям, которые есть в сегодняшнем образовании. И, конечно же, вот тот высокий уровень образования наших детей, который есть в физико-техническом лицее, еще больше выиграет. Завершить строительство нового корпуса планируют в конце следующего года. После открытия лицей сможет значительно расширить возможности для углубленного изучения точных и естественных наук. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск. Детские лагеря готовятся к летнему сезону. По всей республике в ближайшие дни откроются около 500 лагерей, включая загородные, пришкольные, палаточные, лагеря труда и отдыха. В этом сезоне особое внимание уделят патриотическим программам, оздоровлению детей и работе с детьми с ограниченными возможностями. Оздоровительная кампания стартовала, напомню, 15 мая. В лагерях проводятся дезинфекционные мероприятия, акарицидные обработки территории и завершаются ремонтные работы. Так, например, уже 30 мая Центр «Сосновый Бор» в Якутске принял первых 120 детей. В принципе, все смены, они профильные. Составляется сетевая образовательная программа, по которой они дают не только в части коммуникации, командной работы, они дают еще и навыки, которые можно потом применить сертификат о том, что они окончили те или иные курсы. Если взять по республике, то у нас будет порядка 480 лагерей. Это разного уровня, разного типа. Они у нас и муниципальные, и государственные, и лагеря дневного пребывания, и палаточные лагеря, и лагеря труда и отдыха. Они как раз-таки примут порядка 55 тысяч детей. Последний звонок прозвенел в Мирнинском районе, ознаменовав конец учебного года для сотен выпускников. 413 юных жителей района завершают школьный этап и готовы шагнуть во взрослую жизнь. Далее в сюжете. Выпускник Мирнинского политехнического лицея Максим Гавришев по праву заслужил звание лучшего ученика. Его академические успехи стали не просто результатом усердной учебы, но и отражением глубокого интереса к познанию, стремления к совершенству и природного таланта. Он не останавливался на достигнутом, постоянно расширяя горизонты своих знаний, осваивая новые предметы и углубляясь в сложные концепции. За 11 лет могу сказать, что база очень хорошая, особенно ребятам, которые углубления в физмат идут. Очень хорошая база, также по биологии тоже очень хорошие учителя, математика, физика. В принципе, все учителя очень хорошие, дают нужный материал должным образом и очень хороший уровень образования. Я бы сказал, что я очень был рад учиться в этой школе 11 лет. Буду всегда об этом вспоминать и обязательно вернусь сюда, чтобы со всеми учителями встретиться и увидеться. Для многих школьников этот день стал не просто формальностью, а моментом прощания с детством, с партами, на которых остались следы бесчисленных уроков и перемен. Впереди новая глава, полная неизведанных возможностей и ответственных решений. В Мирнинском районе заканчивает 11 класс 413 выпускников наших общеобразовательных организаций. 9 класс заканчивают 989 учащихся. Многочисленными, так скажем, экзаменами у нас является обществознание, информатика, но в этом году мы заметили увеличение количества детей, которые сдают экзамены по физике, химии, биологии, географии. И традиционно русский язык и математику сдают у нас все выпускники.
Особое значение этот день имеет и для выпускников Мирнинского регионального технического колледжа. В стенах этого учебного заведения 305 студентов получили не только знания, но и ценные профессиональные навыки, которые станут фундаментом их будущей карьеры. Колледж уверенно выпускает кадры по 9 специальностям и 8 профессиям технического направления, отвечая на актуальные потребности региональной экономики. Я учился на монтажника технологического оборудования. Учился я 1 год, 10 месяцев получается. Мне понравилось. Все очень доступно объяснили. То, что вот все обучение уложили в 1 год. Поступать в МВТК здесь хорошее образование, многому научит, много профессий интересных. Последний звонок – это не только прощание, но и встреча. Встреча с будущим, с мечтами, с теми целями, которые были поставлены на долгом пути обучения. Для кого-то это поступление в высшее учебное заведение, а для кого-то начало трудовой деятельности. Но вне зависимости от выбора выпускники несут с собой багаж знаний, опыт, дружбы и бесценные уроки, полученные в школе и колледже. Анна Васильева, Мирный. Жители Ленска выбирают общественную территорию для благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Но активность голосования пока невысока. Свои голоса отдали чуть более 3500 человек, а для включения проекта в программу городу нужно набрать еще 1500. На выбор предложены 3 варианта: памятник ямщикам «Тройка» на улице Набережной, благоустройство улицы Аюнского или создание мини-парка. Администрация города уже добилась заметных успехов, обстроила путь к реке, детскую площадку на улице Орджоникидзе и провела первый этап благоустройства парка, которым активно пользуются горожане. Самое главное – не остаться в стороне, принимать участие в голосовании. Оно у нас проходит до 12 июня текущего года. Сегодня мы набрали примерно 3500 голосов, то есть нам необходимо еще как минимум 1500, чтобы уже точно быть уверены, что в конкурсе мы участие примем и, возможно, победим. И, повторюсь, сможем привлечь для благоустройства нашего города финансирование из федерального бюджета. Конечно, это очень важно, это очень значимо, потому что любой конкурс, любое привлечение средств – это, опять же, способность и возможность сделать наш город лучше. Ну а в Якутске выбирают новое название для площадки Водяновой. Сквер «Обнаженные сердца» сегодня проходит через масштабную реконструкцию, откроется уже под другим названием. Открытое голосование среди жителей прошло на Талом озере. Подробности в сюжете. В течение дня бюллетени постепенно заполняли ящик. Голосование сопровождалось ярким концертом и ярмаркой. Посетители мероприятия смогли внести свой голос за один из 6 предложенных вариантов. Приведенные наименования не случайно. Их придумывали и предлагали ранее сами горожане. Я очень болею за свой город душой, сердцем. И я выбрала название «Сердце Талое», потому что действительно это место стало сердцем нашего города. И мы, я считаю, достойны такого названия. Мы выбрали «Сердце Талого», потому что, получается, Талое озеро, и тут все равно дети играют, и, получается, начинается с детей, все, поэтому «Сердце Талого». Также волонтеры помогли каждому желающему проголосовать онлайн за объекты благоустройства, которые построят или так же, как и площадку Водяновой, обновят. В этом году окружная администрация представила на выбор 9 общественных территорий. Решил проголосовать сегодня за сквер работников здравоохранения, потому что я считаю, что все-таки медицина, она должна быть на первом месте. Мне кажется, что для них сквер, именно для работников здравоохранения, самое то. Реконструкция проводится в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Вместе со сквером имени Гагарина площадка Водяновой получила эту поддержку благодаря голосованию в прошлом году. В прошлом году принимали участие в рейтинговом голосовании такой объект, как сквер «Обнаженные сердца». А в текущем году уже у него проходит реализация, подрядчик определен, ведутся строительно-монтажные работы. На данный момент там уже демонтировано старое оборудование. Планируется по срокам завершить до 1 сентября. Новое название для строящейся площадки будет известно в течение ближайших недель. Сегодня каждый житель вправе решать, какие общественные пространства нужно строить и благоустраивать в его городе. Диана Антонова, Иван Царакаумов, Якутск.
Главный национальный праздник ЭСЭХ вновь соберет тысячи гостей по всей Якутии. Стали известны даты проведения торжества в районах и городских округах. Так, ЭСЭХ Туймады традиционно пройдет в местности Усть-Хацин в Якутске 27 и 28 июня. Ключевым событием республиканского масштаба станет ЭСЭХ Олонхо, который пройдет 4 и 5 июля в селе Кабяй в Кабяйском районе. Сейчас на экранах вы видите график проведения праздника в других муниципальных образованиях. Отмечу, первые ЭСЭХ в Якутии в этом году пройдут 12 июня в Алданском и Нюрнбергском районах. Такой была минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.